прямом эфире радиостанции «Ватан» программа «Чехана». Мы приглашаем интересных людей и говорим на важные и актуальные темы. Сегодня гостями нашей студии являются участники популярной группы The Days. Это Фирруз Хасанов и очаровательная, потрясающая вокалистка Зибо. Здравствуйте, Фирруз, здравствуйте. Доброе утро или добрый день уже, да, у кого как начинается. Ну, у музыкантов, наверное, доброе утро. Да? Ну да, у большинства я так думаю. А у всей страны, напоминаю, что радио «Ватан» слушают на всей территории нашей любимой огромной страны. Страна Таджикистан. Доброе утро, добрый день. Рада вас видеть. Спасибо, что в этот жаркий день вы с нами. И не просто так, совсем скоро, 23 июня, состоится ваш сольный акустический концерт в гостинице «Сирена». Что ждет ваших слушателей и поклонников? Ой, еще раз всем добрый день. Вот, пускай это будет уже день, пускай он будет добрым. Вот. Ну да, спасибо, что мы сегодня здесь с вами. И рады поделиться хорошей новостью для нас и вообще в целом для поклонников творчества, для слушателей. 23 числа действительно пойдет концерт, он немножко вообще не наш формат. Кардинально. Вот, потому что мы как бы больше пошуметь, но мы решили попробовать что-то новое. Это будет полная акустика с дополнительными инструментами в виде скрипки, в виде рояля. То есть будете приглашать еще музыкантов? Да, Да, обязательно. да, у нас есть приглашенные гости. Конечно, мы хотим создать атмосферу квартирника, и это, скорее всего, будет впервые в Таджикистане, потому что уникальная фишка в том, что концерт пойдет в формате 360 градусов, потому что все музыканты будут сидеть по кругу и обращены к зрителям, и каждый сможет видеть своего музыканта, и мы будем общаться, мы будем говорить, мы будем рассказывать про наше творчество, как писались песни, что нас вдохновляет, что нас огорчает. Вот поэтому люди смогут задать нам много вопросов и просто быть в едином потоке классного времяпровождения. Давайте сразу скажем, где можно приобрести билеты. Билеты можно купить в приложении My Vavillon в разделе eChepta или на сайте echepta.tg. Они уже в свободном доступе, кстати, их остается все меньше и меньше, поэтому те, кто находится или планирует быть в столице, добро пожаловать 23 июня 18:00, мы вас ждем. Дорогие друзья, обязательно приобретайте билеты, потому что акустические концерты — это что-то такое уникальное просто, тем более такой формат, о котором сейчас говорят Фирруз и Зибо. Это просто впервые в Таджикистане. Знаете, обязательно берите своих друзей, родителей, пригласите родителей на этот концерт. Вы знаете, сколько у вас будет эмоций, те самые эмоции, которые вы переживете на акустическом концерте, будут с вами всю жизнь. Вы потом с теплотой, с любовью и благодарностью будете вспоминать эти пережитые моменты, и обязательно берите любимых и своих друзей. Да, кстати, идея, получается, так и зародилась. Она зародилась в том году на концерте, который проходил в Сурушкол. Мы сами не поняли, как концерт прошел чуть больше 3 часов. На одном дыхании. На одном дыхании. И, мы говорили с публикой и видели абсолютно разную публику. То есть у нас были и совсем молодежь, и были те, кто были постарше, так сказать. И были очень взрослое поколение. И интересно было то, что все выдержали просидеть, даже сотрудники Суруша были удивлены, 3 часа концерта, и все сидят. Я говорю, как бы вот так. И поэтому появилась идея, что пускай это будет немножко поменьше концерт, но он будет именно вот такой же душевный, как прошло в прошлый раз. Вот. И поэтому мы решили попробовать сделать в таком формате, более таком домашнем, атмосферном. Вот душевности не хватает, поэтому спасибо вам за то, что взялись за это и решили организовать, потому что организация любого концерта — это грандиозное мероприятие, это столько разных деталей нужно учитывать. Я просто сейчас не знаю, у вас, наверное, сейчас нет ни одной свободной секунды, потому что нужно думать во-первых, репертуар, репетиции, понятно. А мы все люди, у каждого из нас какие-то семейные дела. Один может, второй не может. Это традиционная ситуация для музыкантов. Кроме этого, нужно думать о зале, об оформлении, о музыке, о звуке, о свете, о билетах. Кто всем этим занимается? Всем этим занимаемся мы. Молодцы. Сами, потому что, как мы говорим всегда раньше, если есть кто-то из продюсеров или людей, концертных директоров хочет взять на себя эту ношу, добро пожаловать в нашу команду. Мы не жадные, мы готовы делиться обязанностями. Но говорят и иначе, хочешь сделать хорошо, сделай все сам.
приходится вмешиваться в каждый процесс. Даже если где-то ты берешь, например, кого-то в помощь, все равно приходится вмешиваться в каждый процесс. Ну, благо у нас в команде все распределено, каждый знает, за что он отвечает, и это очень классно. Кто-то отвечает за творческую часть, кто-то за техническую часть, кто-то кто? за промо-часть. Кто отвечает за творческую часть? Ну, за творческую часть у нас отвечает Далер Ибрагимов, он наш продюсер музыкальный внутренний. Вот он отвечает именно за это, в этом концерте он отвечает именно за музыкальную составляющую, за аранжировку всех партий под акустический вариант, потому что наши песни, они написаны в электронном варианте, они более жесткие, они более такие роковые, но в этот раз Далер именно занимается этой частью. Джек занимается у нас технической частью, а промо-частью и организационной мы с Зибо занимаемся, потому что по воле случая Бог дал нам возможность еще заниматься менеджментом. Да, кстати, давайте расскажем, чем вы занимаетесь в обычной, так скажем, жизни. Я все время смеюсь, я говорю, днем я говорю Брюс Уэйн, а вечером я Бэтмен. Ну, давайте расскажи. Днем я работаю в компании Wavelo Mobile, я являюсь директором электронной коммерции двух компаний и занимаюсь развитием мобильного приложения MyWavelo, которое помогает людям делать жизнь легче. Вот, а вечером я радую людей песнопениями. Я тоже директор. У нас нет директоров в команде. На самом деле я руковожу небольшой компанией, которая занимается медоборудованием. Вот, и мы помогаем оснащать больницы, обслуживать их именно с технической точки зрения. Вот, то есть такая довольно серьезная и серьезная работа, да. Как-то у вас остается еще время и силы на творчество? Как-то, вот именно хорошая фраза, как-то. Ну, кто все-таки в коллективе у вас главный? Есть такое? Или вы все? Мне кажется, у нас тотальная демократия какая-то. Ой, а вы знаете, я в это не верю. Просто я сама человек, который работает с творческими коллективами. Я знаю, что такое конфликты, то есть конфликты всегда есть. Без конфликтов нет никакого творчества, но всегда должен прийти такой один человек, жесткий такой, и сказать, так, все, ты делай это, мы сделаем вот так. Ну, Человек, который берет на себя эту Вера, ответственность. ты не поверишь, но у нас примерно вот на самом деле то, что я сказал, потому что каждый, у нас не просто творческие ребята, у нас еще разумно творческие ребята, потому что мы смотрим на всю ситуацию правильно, потому, ну, как бы мы же не только из творчества вышли, мы вышли в первую очередь из бизнеса, у нас вся большая часть команды это ребята из бизнеса, и мы всегда нацелены на какой-то результат, и мы можем совместно принимать решения. То есть мы не принимаем их более эксцентричным путем, мы более разумным, холодным и вот таким здравым. Разумно, холодно, здраво бьем друг друга гитарами. Шучу. Как вообще создавался ваш проект? Кому пришла первому в голову идея, а давайте-ка соберемся, а давайте-ка я, например, позвоню Зибо, или, может быть, Далеру. Ну, из Зибо, наверное, более детальную историю может рассказать. Да, потому что Зибо я, была с самого начала. То есть Зибо всем звонила? Нет, у нас получилась ситуация как. Если помните, я пела в группе Вест, в конечно. свое время все. И получилось так, что когда ребятки разъехались на учебу, куда вот, так, я осталась бесхозной и не знала, чем заниматься. А не хотелось бросать музыкальную деятельность. И тут открываю Facebook и вижу, что у меня в друзьях есть Далер Ибрагимов, который пишет: ищу третий раз вокалистку. Ну, почти было так. Вот. И я ему написала, я говорю, ага, вам вокалистка нужна. Пришла, ну, посмотрела, послушала все, он меня послушал, вроде ничего, вроде как-то поладили. Потом он взял в команду перкуссиониста и барабанщика с Джеком. Вот, барабанщик впоследствии стал моим мужем. Но это не я. Я так на Фируза посмотрела, да? Потом он получился барабанщик, Джек, перкуссионист. Мы играли так в течение полугода. После вот мой супруг покинул команду, мы взяли Аниса, да, который с нами проиграл год, где-то год больше. Вот. Анис тоже по определенным причинам покинул команду, и к нам пришел Фируз. Вот, и так мы и остались. Мне тоже позвонили, сказали, пожалуйста, выручи на пару выступлений. На пару выступлений Да. продлилось 2 года. Я с трудом опросился у жены, чтобы это От сделать. одного коллектива в другой, Да. так? А теперь я не могу выйти. Это настоящая секта.
Ну, у вас удивительный коллектив. Когда вы все собирались, вы же уже были состоявшимися Да. музыкантами, известными, каждый из вас. Каждый из вас личность, очень известная личность. Ваш коллектив еще уникален тем, что участники всего вашего коллектива, все участники были еще и премированы нашей премией ТОП-50 Да, до создания да, вашего все. проекта. Да, Это все. единственная группа, представляете? Все получается. Все, да. И даже, Даже маленькие. Может быть, наш вклад есть тоже Конечно, в создание почему нет? вашего проекта. На самом деле важно сказать, что каждая поддержка, маленькая, даже большая, неважно, она настолько воодушевляет, наверное, потому что это очень нелегкий путь. На самом деле очень нелегкий путь. И когда ты идешь и понимаешь, что за твоей спиной есть те добрые люди, которые всегда поддержат, всегда примут, всегда как бы как-то даже морально просто скажут, все будет хорошо, и ты пойдешь вперед, это помогает, реально помогает. Поэтому, конечно, в тот год, когда я была премирована, например, я вообще была в шоке. Я тоже был в шоке, я пришел, сидел. Мне говорят, ты просто приди в гости. Ну, это ваша коронная фишка Да. оказалась. А потом, да, было А нам очень смешно. нравится наблюдать эту реакцию людей со сцены, когда они говорят, Конечно. вот это настоящий шок, удивление. Но и мы тоже, пользуясь случаем, говорим людям спасибо, потому что то, о чем вы сказали сейчас, Зибо, очень важна именно в наше время та самая моральная поддержка. Просто сказать человеку спасибо за то, что он делает. Это не просто так, что он каждый день занимается своим любимым делом, какой-то вклад вносит в развитие и своей семьи, и своего общества, сообщества и в итоге всей страны. Поэтому эта идея зародилась еще 11 лет назад, собирать людей, продвинутых людей, те, кто действительно от души делает свое дело, и говорить им спасибо, потому что ведь так редко на самом-то деле мы говорим друг другу спасибо и говорим слова любви. Поэтому такая идея у нас и зародилась. Ну, я вот получаю эстетическое удовольствие после каждой премии, потому что видно людей из разных областей, из культуры, медицины, образования. И в этот раз, когда вы поздравляли там педагога, кажется, которому было 90 лет, Да, у 93 меня аж года, слезы старейший. навернулись, да, наверное, этому человеку никто даже спасибо не говорил за его работу, а тут он получает премию. Это было очень классно. И после вручения премии несколько интервью состоялось, и потом уже родственники нас тоже очень благодарили, и как раз говорили о том, о чем сейчас говорим, что, к сожалению, почему-то люди благодарны нас, но не находят слов, или, может быть, стесняются, и вот это стало таким толчком. И это очень хорошо. Поэтому, друзья мои, не забывайте говорить друг другу слова поддержки, благодарности, и обязательно приобретайте билеты на акустический концерт группы The Days, которые будут нас удивлять и вокалом, и музыкой, и живым звуком, и общением. Концерт состоится 23 июня. Пожалуйста, не тяните. Покупайте билеты в ближайшие дни, потому что их и так не очень много. Да, мы выбрали специально очень маленькую площадку, лимитированную, чтобы состоялся вот этот коннект между нами и публикой. Потому что в большом зале это тяжело создать такую атмосферу, поэтому мы выбрали небольшую площадку. Но еще одна фишка. Мы презентуем наши новые песни, которых никто никогда не слышал, мы сейчас их готовим. Мы по просьбе многих наших слушателей, друзей выпускаем песни на русском языке. Потому что последний раз, когда мы делали пару каверов на российские команды, это очень хорошо зашло публике, и люди начали нам говорить, а давайте, ребят, запишите что-нибудь на русском языке. Мы подготовили как раз несколько песен на русском языке. Но Зибо поет на нескольких языках, и на таджикском, и на русском, и на английском, и на еще, французском, и на итальянском, и на испанском, и за все, что нам заплатят, мы споем. Аллилуйя. У нас на самом деле Джек, который сидел, считал, так, на скольких языках мы вообще играли. И сидит, перечисляет, я говорю, я что так много, говорю, пела? Он говорит, да. Неужели У это я? нас был и турецкий, и итальянский, Да, и турецкий испанский тоже. был, и французский. Короче, мы молодцы, мне кажется. Потрясающе. Зибо, а вы помните вот тот момент, когда вы почувствовали, что да, вот настал тот самый прорыв? Потому что сначала же вы, наверное, сыгрались, спелись и выступали на разных площадках. И какой-то период, наверное, прошел вашей совместной деятельности в рамках этого проекта. Вы помните тот момент, когда после какого-то, может быть, концерта, выступления или интервью вы сказали, да, вот, мы достигли своей цели? Мне кажется, это наступил тот момент, когда мы и первый наш альбом выпустили и дали сольный концерт, когда
мы смотрим на карту сайта, где продаются билеты, вроде билеты не идут. Это резкий А скачок. в день концерта, да, мы выходим, весь зал полон. Ты такой сидишь, неужели эти все люди пошли на нас? Вот, это было Самое здорово. интересное, что у нас были разные площадки на самом деле. У нас был и стадион не один раз, два раза. То есть у нас был Мегафон Фест, Да на вы котором что? мы дважды были в составе концертной программы, и фактически там был стадион. На стадионе ведь очень тяжело, вообще на открытых площадках Да. тяжело Ну, выступать. после первого нашего выступления на стадионе, после нас прорвалась сцена. Вот это было, это, наверное, самое незабываемое было, потому что нам потом организаторы пишут: вы, блин! Потому что Столько энергии в вас. Да, с нами плясала вся публика, и, получается, продавили вот эту подложку Да. от сцены. Я помню тот случай. Да, вот. А на самом деле, да, Суруш, наверное, был большим прорывом. Но у меня, знаешь, есть маленькое, наверное, какое-то из маленьких было мероприятий, и мы стали играть, мы играли только наши песни. И мы стали играть, и я смотрю абсолютно рандомные люди, которых я не видела до этого. Есть постоянные слушатели, например, которых ты часто видишь на выступлениях, ты уже запоминаешь их. Они тоже как члены семьи получаются. А есть люди, которых ты видишь первый раз, и они с тобой подпевают. И это вот этот момент, ты понимаешь, что да, это вот этот момент прорыв. Небольшой стадион, ты стоишь, поешь Такая песню, которую камерность, вы ты, да. написали, и ты поворачиваешь голову, там человек поет с тобой в унисон, там человек, и ты понимаешь,